Ассаламу алейкум, хурметты достар, на YouTube-канале Inside Volleyball KZ. Сегодня еще один интересный влог. Надеюсь, мы здесь, мы на Жайық-арене, мы в городе Ураль, где сегодня пройдет второй матч финальной серии Ақтөбе против команды Жайық. 1-0. Ақтөбе выиграл вчерашнюю встречу со счетом 3-2 и постарается уже сегодня выиграть долгожданное чемпионство. Ну а команде Жайық проигрывать ни в коем случае нельзя. Они уступили вчера и сегодня, если понадобится и завтра, этот клуб должен выигрывать команду Ақтөбе. Ну что, второй матч. Если вы готовы, сперва подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, кто чемпион, и смотрим финал. Слушайте, да, игра абсолютно достойная финала. Ну, абсолютно одинаковые, в принципе, обе команды. На зубах играют ребята, что и тем, все это очень нужно. Но я думаю, самое интересное сегодня у нас будет. Что касаемо там каких-то спорных, наверное, это моментов, но это все-таки спорт. В нашем виде спорта ничьих не бывает. Поэтому, ну, раз судьи не видят, значит, так оно и было. Собственно, так. Болеть. У меня и там, товарищи, друзья, но, наверное, как местный житель, я сам с этого города, естественно, я приоритет отдаю своим ребятам с города Уральск. Поле квадратное, мячик круглый. Если у Жайыка сил хватит, они должны сегодня дать бой. Все-таки родные стены должны помочь. Соперники достойные друг друга. Игра, думаю, будет интересная. Самое главное – хорошая игра. Очень напряженное начало. Видно, что Жайық вышел на эту игру как на последнюю битву. Сейчас середина первой партии. Счет 17-13. Команда Виктора Козика впереди. И это означает то, что команда смогла перестроиться. Команда смогла сделать работу над ошибками. Посмотрим, как будет дальше, потому что еще ничего не понятно. Ақтөбе сравнивает счет по 18 и сразу же берет тайм-аут главный тренер команды Жайық. Ақтөбе 2-0. Ну что же, счет пока 2-0 в пользу Ақтөбе. Это невероятный финал. Вы знаете, если Ақтөбе выиграет, надо говорить футбольным языком, что на площадке волейбол играют 12 человек, но побеждает все время Ақтөбе, ведь третий трофей они могут завоевать. Ну, не знаю, невероятная команда и невероятная поддержка. Здесь респект ребятам. Но надеемся, Жайық еще зацепится за матч, чтобы он был как можно интереснее. Все-таки достойный финал и быть... Ну, я, конечно, не рассчитываю уже на третий матч, но великолепие. Уральск, спасибо огромное за этот финал. Я поражаюсь нашим волейболистам, потому что конец сезона, силы на пределе. Я сам уже второй день на ногах, туда-сюда бегаю, сильно устал. Ну а ребята вообще красавцы. Жайық, Ақтөбе, шикарный второй матч тоже. Сейчас со счетом 12-8 Жайық впереди в третьей партии. Ну, им деваться некуда. Нужно идти ва-банк. Проиграя эту партию, то все. Они станут серебряными призерами. Посмотрим, проявит ли характер ребята Виктора Юрьевича Козика.
Джаев переворачивает партию 23-19. С таким счетом Ахтубе ввел в третьей партии. Однако на подачу пришел Борис Кемпа и все перевернулось. 6 мячей подряд выиграла команда. Четвертая партия 2-1. Шикарнейший финал прямо. Даже можно сказать, что завидую арбитрам, которые этот матч судят. И я вот заметил, в третьей партии при счете 23-20 команда, запасная игра Актубе начали уже праздновать победу. Ну это волейбол. Здесь может все наоборот и перевернуться. И, как говорят многие, волейбол начинается в третьей партии. Вот, наблюдаем сейчас четвертую партию. Хотелось бы, чтобы до 5 партий дошел эта игра. В финал действительно вышли достойные соперники. Счет 22-20. Ахтубе впереди в четвертой партии. И главный тренер Сергей Михалченко взял тайм-аут. Ахтубе, Жаях, шикарный финал, шикарный. При счете 9-11. Главный тренер команды Ахтубе берет тайм-аут. Пятая партия. Ахтубе проигрывает -2. Счет 14-14, ничейный счет. Пятая партия во второй игре. Мечта любого болельщика. Все ребята бились, боролись, все хотели победить. Актюбинск хотел сегодня завершить свой чемпионат, но удача была на нашей стороне. Мы боролись, ну и сегодня мы победили. Завтра решили порадовать сегодня своих болельщиков. Завтра будем биться так же, как сегодня, как и вчера. Поэтому победить сильнейший. А как перевернули игру или как возможно вернуть игру? Тут сразу не ответишь, потому что это волейбол, это спорт.
И после вчерашнего проигрыша, особенно такого обидного, где решалась встреча на одном просмотре, мне кажется, лучше бы, наверное, нужно было дать доиграть, чтобы это было все для зрителей честно и как-то более справедливо. Если бы выиграла вчера Актобе в концовке, я бы их поздравил. Ну, вот так, понимаете, тяжело. Перевернуть сегодня нужно было. Ради этих людей, которые приходят сюда. И я рад, что зал заполняется все больше и больше. Поэтому вот только так можно переворачивать игры. И только так, наверное, можно мотивировать людей на работу. По матчу, первая партия вроде бы задалась, мы начали вести, но потом в какой-то момент провалились и не смогли вытащить концовку. Потом прям потухли, но в третьей партии собрались и на характере, можно так сказать, вырвали эту победу. Сначала третью, потом четвертую и затем пятую партию. Очень, конечно, классно болельщики поддерживают, они прям дают сил, эмоции, прям вообще супер. Да, мы очень прям вчера выложились, то есть мы выложились где-то, у нас было 100%, мы выложились на 120%, а сегодня прям очень трудно было собраться в начале, эмоционально, там физически немножко подсели, но в итоге нашли в себе силы, ресурсы и сделали свое дело. Уже не обращали внимания ни на судей, там, ни на разные моменты, а просто делали свое дело. Егер бапкер қалай шешеді бұйырса, егер может дядя бастайды, может әлі оны не алған жоқпыз, әлі бар ғой на эмоциях. Иншалла бұйырса, егер жеңіп жатсақ, әлі только серияда бірде бір әлі бұйырса. Ертең көреміз. Бұндай ойындарды вообще жіберуге болмайды, бар ғой. Бұндай максимально осыған может жиналып келген шығар, бар ғой. Бүкіл сезон бойы отырып. Короче, жібермеу керек қолдан деп ойындарды. Все, молодец, сәттілік. Жақсы, рахмет.